Йозащак. Юрий Шевчук запишет альбом под названием «Насморк». Юрий Шевчук тумау атамалы альбом Йозащак. «Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Начинаем наш уфимский разворот, карантинный, и на этот раз я снова начну с фразы «Друзья, пожалуйста, оставайтесь дома, если вы вдруг еще не там». Елена Черкова у микрофона, Руслан Валиев сегодня за звукорежиссерским пультом. Мы в прямом эфире работаем по традиции +7 927 304 10 51. Номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Пишите, не забывайте подписываться, рассказывайте, как у вас карантин проходит, что вы делаете и как вы вообще планируете эту неделю проводить. Трансляции в Ютубе, в Фейсбуке у нас также запущены. Нас там можно смотреть. Я вам почитаю сегодня прессу. Мы послушаем отрывок из вчерашней программы «Персонально ваш». У нас в гостях был социолог Арсен Нуриджанов, с которым мы разговаривали про инициативу Радия Хабирова на время карантина, если вдруг понадобится для поддержания общественного порядка, ввести полный сухой закон. И вот мнение Арсена Нуриджанова на эту тему мы послушаем. Во второй части программы у нас по телефону будут сразу несколько гостей. Я надеюсь, все получится и связь нас не подведет. Мы свяжемся с депутатом Курултая Республики Дмитрием Чувилиным, который является депутатом от партии КПРФ и который, к своему удивлению, буквально вчера узнал, что, оказывается, его исключили из партии вместе с еще, по-моему, 10 членами партии или 9, ну, то есть в общей сложности 10 человек было исключено, естественно, без их участия. Мы позвоним председателю Рескома КПРФ в Республике Юниру Кутулгужину, попросим у него прокомментировать, как такое возможно, и надеемся, что также сможем связаться с депутатом Госдумы от КПРФ, от Башкирии Александром Ющенко, и спросим, что он по этому поводу думает, и вообще, почему в местном КПРФ вот такие вот игры престолов происходят не случайно. Мы второй день как раз с «Игры престолов» и начинаем наш эфир. Ну а начинаем мы с обзора прессы. Хорошая новость. Ильфат Мустафин вышел с карантина. Плохая новость, по-моему, он его не досидел, но, возможно, мы ошибаемся, потому что у него, наверное, свое какое-то летоисчисление. И как только Ильфат Мансурович вышел с карантина, он присоединился к флешмобу в поддержку работников здравоохранения. Об этом нам пишет портал prorural.info, это независимая уральская газета. В преддверии нерабочей недели в соцсетях стартовал массовый всероссийский флешмоб «Спасибо врачам» через хэштег. Акция призвана поддержать медицинских работников, которые сейчас находятся на переднем плане борьбы с COVID-19. Старт флешмобу дали члены, угадайте, какой партии, конечно же, «Единая Россия». Вот и глава администрации Уфы не остался в стороне. Ильфат Мустафин выразил свою благодарность в соцсетях. Он сфотографировался с плакатом «Спасибо врачам» на фоне своего кабинета, на фоне очень красивой фотографии панорамной с видами Уфы и Бельского моста. Чудесное фото. Вот что он написал. «Присоединяюсь ко всероссийскому флешмобу. В такой сложной ситуации особую благодарность и поддержку выражаю уфимским врачам и всем медицинским сотрудникам, которые сейчас находятся на передовой. Спасибо за ваш бескорыстный труд, мужество и самопожертвование». Вот такой был комментарий. К тому же многие коллеги вчера писали, что Ильфат Мансурович сделал тест на коронавирус, он отрицательный, но неизвестно, это пока первый тест или уже второй, и оба теста отрицательные, и вообще как он себя чувствует. Но мы, конечно же, надеемся, что все будет у него хорошо. Но тут стоит что отметить. Флешмоб, это, конечно, не совсем всероссийский, флешмоб это всемирный, потому что первыми все-таки его запустили врачи в Европе, и люди в Европе, и в Америке, которые действительно благодарили врачей. И вот эти фотографии врачей, мы остаемся на работе для вас, а вы оставайтесь дома для нас, это тоже, конечно, все оттуда. Ну, сейчас бы, конечно, спорить, откуда флешмобы пошли, тем не менее. Вот поблагодарил и молодец. Что еще у нас пишут наши коллеги?
Про медицину мы продолжим тему. Медиакорсеть пишет о том, что уфимские водители скорой помощи снова готовы не выходить на работу, потому что им снова не платят зарплату. Последний раз водители Демской, Авдонской и Сипайловской подстанций скорой получали зарплату в декабре, и то не полностью. В медиакорсеть обратился житель Демского района Айрат Ахтямов. Он работает в скорой помощи водителям уже 3-й месяц, именно на Демской подстанции. За все это время, как он говорит, он ни разу не получил ни аванс, ни предоплату, ни саму зарплату. И такая ситуация скорой, по его словам, наблюдается периодически с 2017 года. Но тут надо напомнить, это был прошлый год, наверное, или позапрошлый, когда... Ты не помнишь? Когда водители устроили забастовку и не выходили... В прошлом году, да, летом водители скорой помощи, да, подстанции устроили забастовку, не выходили на работу, не выезжали на вызовы, потому что им не платили зарплату. Тогда это все было связано с тем, что машины скорой помощи переведены на аутсорсинг, и они юридически относятся не к Минздраву, не к бюджету, они вообще как бы частные наемники, и частный вот этот вот предприниматель не выплачивал им деньги, но вроде как тогда ситуация разрешилась, и сейчас очевидно, что она назревает вновь. Учитывая, какая сейчас нагрузка на врачей, это, конечно, очень несвоевременно. Вот что говорит Айрат Ахтямов. Последний раз мои коллеги получали зарплату в декабре, и то не полностью, и все по 2-3 тысячи рублей. Ну, сами представляете, что такое 2000 рублей вот сейчас. Это один раз сходить в магазин. Хотя у многих семьи ипотеки и кредиты. Взрослые мужики, у нас работают водители от 30 до 66 лет, вынуждены просить в долг, чтобы выживать. Всего в Демской подстанции работают 19 водителей, при этом они обслуживают чуть ли не половину Уфы. Помимо самого Демского района, их территорией считается территория микрорайона Затон, ну, потому что там можно от одного к другому проехать, в общем, не очень далеко. Пригородные сельские поселения, типа Юматова, Красной Горки, Чесноковка и так далее. Аналогичная ситуация в Сипайловской и Авдонской подстанциях. Здесь тоже водители давно не получают зарплату в полном объеме. Авдонские водители намерены массово писать заявление на увольнение уже с 1 апреля. Автопарк этих подстанций снова обслуживается через подрядную организацию компании «Автотранском». Там рассказывают, что руководители этих подстанций, этих организаций, точнее, отвечая на возмущение водителей, каждый раз находят причины переносить срок расчета. Сначала говорят, потерпите, машины в лизинге, мы их выплатим, этот лизинг и вам заплатим. Потом говорят, у нас заморозили счета, и вот так вот все по кругу. Ну, очень грустная история, и тут, к сожалению, нет позиции как раз вот этой компании, которая отвечает за обслуживание машин скорой помощи. Редакция обратилась в Минздрав, пока ведомство не прокомментировало ситуацию. Будем ждать. Я думаю, сегодня как раз я анонсирую, что сегодня у нас после 15 часов в программе «Персонально ваш министр здравоохранения» Максим Забелин. Вы можете уже ему начинать свои вопросы присылать, в том числе, конечно же, касающиеся коронавируса, но и если есть какие-то вопросы в целом по здравоохранению, то +7 927 304 10 51. Мы будем их ждать. Пожалуйста, только не забывайте подписываться. Есть у нас еще пару минут на обзор прессы. Вот что пишет портал ПРОУФУ. Вот здесь вот нам очень нужна новость, мне кажется. То есть не новость, а отбивка, которая будет звучать «Ай, молодец». И вот после такой отбивки нужно эту новость читать. В Башкирии начальник отдела ГИБДД оформил на родных имущество на 11 миллионов рублей. Теперь незадекларированное имущество полицейского могут изъять в пользу государства. Прекрасный какой человек, молодец. По какой-то удивительной и злой традиции наиболее частыми участниками коррупционных скандалов среди полицейских становятся сотрудники подразделений ГИБДД. Рамиль Рахматов этот текст пишет. То ли сама система их делает такими, то ли они сами испытывают какие-то комплексы внутренней ущербности. Но это факт. 12 марта без особой огласки приказом министра внутренних дел Республики Романа Деева был уволен за утрату доверия начальник районного отдела ГИБДД ОМВД по Туймазинскому району майор полиции Рустем Минигулов. Инициатором проверки непонятно, кто стал, то ли прокуратура, то ли Управление собственной безопасности МВД, но вот что вывела проверка. Рустем Минигулов на протяжении многих лет нарушал целый ряд требований антикоррупционного законодательства. Его ежегодный доход, то есть зарплата, можно назвать, в принципе, неплохой. В год это около 700 тысяч рублей для туймазов, ну, согласитесь, приличная сумма. Предприимчивая жилка, видимо, не давала ему возможности посвящать себя только службе. Это как вот какой-то, не знаю,
знаю, прям детективный роман тут. Хотелось чего-то большего и собственного. Если сотрудники вневедомственной охраны грешат охранным бизнесом, то ГИБДД – транспортными услугами. В общем, легализовать транспорт помогал, все это, в общем, очень хорошо, и в результате 20 единиц техники и 12 объектов недвижимости оказались в собственности майора и его родных вот с периода с 2009 по 2018 годы. Общая сумма 11 миллионов рублей вот этой всей недвижимости и машин. Подтвердить законный характер приобретения справками о доходах и расходах семья не смогла. Были другие мелочи, например, отсутствие декларации гаража, которые есть у супруги майора полиции в Туймазах. Очень большой молодец. Прям вот очень предприимчивый человек. Еще есть на ПРУФУ новость о том, что у нас теперь по улицам города будут ходить патрули, и в Башкирии запретили рукопожатие. Это все, естественно, меры по борьбе с коронавирусом. Патрули будут ходить, и, как пишут наши коллеги, вот такое поручение дал Ради Хабиров, вежливо и корректно говорить людям, особенно пожилым, что действует режим самоограничения, что они должны находиться дома. В Уфе это все производит Центр общественной безопасности, а в муниципалитетах местным главам администрации придется действовать с нуля и как-то это все организовывать, потому что таких центров в регионе нет нигде, кроме как в Уфе. И очень быстро расскажу еще одну доброе, вечное, вот немножко посеем. В Башкирии будут праздновать праздник башкирской лошади. Вот, знаете, коронавирус коронавирусом, а праздники никто не отменял, особенно праздники лошадей. Власти Башкирии готовят план мероприятий по возрождению этнического спорта, конно-верховой стрельбы, конных скачек, борьбы куреш и стрельбы из традиционного лука. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект распоряжения правительства республики от 24 марта, который опубликован на портале экспертизы проектов нормативно-правовых актов. То есть можно пойти и почитать на «Коммерсанте», прям есть прямая ссылка. Инициатива проекта исходит от Министерства молодежной политики и спорта, куратором которого является небезызвестный вице-премьер Ирик Сагитов, тот самый, который немножечко повздорил с паралимпийской чемпионкой восьмикратной. И в плане этих праздников предусмотрено создание в Министерстве специального отдела по возрождению этнического спорта, проведение республиканского фестиваля по этническим видам спорта в рамках Сабантуя, зимних игр Урал-Батыр в Бурзянском районе, международного турнира и этнофестиваля, а также праздника башкирской лошади, семинаров, мастер-классов о традиционной культуре народов республики. Число занимающихся этническими видами спорта в регионе планирует к 2024 году увеличить с 1000 до 1800 человек. Операторами проекта планируют сделать Минспорта и некоммерческую организацию Мирган-Уксы, которая пропагандирует развитие конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука. Все у нас будет хорошо, будем развивать лошадок. В общем, мы же в конце концов где живем. Вот закончим сейчас с лошадками обзор прессы и предлагаем вам послушать отрывок из программы «Персонально ваш». Я напомню, в гостях у нас был Арсен Мироджанов, социолог. Он, в общем-то, готов снова заняться борьбой с алкоголизмом на время карантина и вести вообще сухой закон на весь карантин. Но он это, конечно, объясняет опять какими-то мерами безопасности. То есть если там уровень преступности будет подниматься, то он введет такой запрет. Я считаю, что он вполне себе может это сделать, учитывая то, что он это уже не раз проворачивал. А коллега мой считает, что ему никто не даст это сделать, потому что у производителей алкоголя огромное лобби, и, в общем-то, они очень много денег государству приносят. И вот кто из нас прав? Есть опыт Чечни и Дагестана, где, кстати говоря, лобби алкоголь ничего не может сделать. Так что тут зависит от политической воли. По большому счету он может это сделать, и правовых оснований не дать ему нет. Другое дело, зачем? Алкоголь – один из локомотивов, который тянет малый бизнес на его наценке. Делают выручку на табаке и на алкоголе, да? К сожалению, на вредных привычках. И если мы выдернем эту помощь у предпринимателя, то он будет получать меньше выручки, будет меньше платить налогов, меньше платить людям, меньше их держать людей. Два конца есть. С одной стороны, борьба с вредными привычками, а с другой стороны, подрываем опять свой малый бизнес. Честно говоря, я бы вообще с большой опаской на месте власти подумал бы о любом ограничении алкоголя. В России дважды в 20 веке пытались ввести сухой закон. Первый это был Николай II, второй был Горбачев. Чем закончилось правление обоих, и дальше, что последовало после этого развал страны, сначала империи, а потом советской страны, мы все знаем. Население сегодня и так, честно говоря, напугано.
психологически неустойчивы, в раздрае. Мы вот социологи отмечают раздражение властью у населения, нарастающее раздражение. Алкоголь является психотерапевтическим средством, снимающим напряжение, снимающим стресс. И мы хотим вот в этой ситуации еще усугубить стресс у населения. Не думаю, что это приведет к хорошим последствиям. Это же не значит, что все мы, когда находимся в стрессе, бежим там в какой-нибудь ближайший ларек к дому и покупаем что-то. Я не знаю, не бежим. Или это просто как-то есть такое, что вот если что, я могу. Я вынимаю там за обедом рюмку, выпиваю не каждый день, но там за ужином. Но я знаю, что я могу достать и выпить рюмку, если не совсем тяжко. А если мне будет негде достать, как это было в Горбачевское время, Я тут, конечно, не с точки зрения, что кому-то будет негде купить водки, и поэтому случится что-то плохое. Я с точки зрения именно вот развития бизнеса, потому что и так все не очень хорошо сейчас, и я так понимаю, что больше всего вот такой запрет повлияет на Нет, по бизнесу это точно маленькие вот эти точечные магазинчики. Я вообще не понимаю, чего у нас наши депутаты, точнее, недодепутаты, я бы так их назвал, потому что они никакими депутатами не являются, они являются, вы знаете, как я их называю, да, сидячие задницы со значками. Чего они дергаются-то? Ну, что они все время придумывают какую-нибудь запретку, да? То один вышел там запретить алкоголь продавать, то другой сейчас, значит, там метры, значит, социальные, было там 25-50 метров. До 100 метров, да. Ну, чего надо-то? Хотим, чтобы вот эти предприниматели разорились, которые там рядом сидели. У нас же ведь не Запад же, где все первые этажи, значит, у нас магазины, там подвинул свой магазин, там взял в аренду 30 метров левее. У нас же этого нет ничего. У нас это будет вызывать только недоумение, раздражение. А чего хотят-то? Пропиариться, что ли? Ну, на чем пиариться? Ну, ребят, вы придумайте что-нибудь доброе и вечное-то. Полезное что-нибудь сделайте для страны. Ну, они думают, что они борются с алкоголизмом, это полезно. Да уж алкоголизм-то как... Ну, возьмите статистику. У нас потребление алкоголя в стране падает и резко падает. У нас изменяется культура, вообще население растет. У нас, вы не заметили, может быть, что у нас народ здоровым образом жизни занялся, фитнес и пошел, курение стало не модно, тяжелый алкоголь стал не моден. Страна другая. Рынок заставляет быть более конкурентными, понимаете? А конкурентный человек – это более здоровый человек. Поэтому и не просто же так происходит отказ от курения, от алкоголя. Фитнесом сейчас тоже тяжеловато, конечно, будет, если так все продолжится, учитывая, что сейчас все они закрылись тоже на карантины, и большинство из них находится где-то в арендованных помещениях, в торговых центрах. Да, вот какие еще меры поддержки могли бы реальные быть? Вот компенсация арендных платежей. Пусть раздача с вертолета, как это делают американцы. Ну, раздать малому бизнесу деньги на компенсацию арендных платежей, хотя бы треть. Или раздать деньги на компенсацию заработной платы. Вот что такое говорят? Вы возьмите кредит на заработную плату беспроцентный, там, с отсрочкой платежа, например, да? Но его все равно надо отдавать. Так вот, скажите, что вы там 50, или 80, или 70, или 30% заработных плат компенсируете. Да просто скажите, что вот у вас, если есть средняя, если вы подаете, а все малые предприятия подают среднесписочный состав в статистику, вот если у вас есть среднесписочный состав, мы видим, что у вас там работает, и вы подали официально, у вас там работает 10 человек, то мы готовы вам компенсировать этим 10 человекам минималку, минимальную зарплату в течение 6 месяцев. За счет чего? Откуда деньги-то? Деньги раздайте из Фонда национального благосостояния. Вы же говорите, эту кубышку на черный день. Черный день настал. Социолог Арсен Нариджанов. Я напомню, что этот эфир доступен в Ютубе, в Фейсбуке, в общем-то, в других наших соцсетях, а также у нас на сайте hmskUFA.ru. Если вы хотите его пересмотреть, то можете это сделать. Мы сейчас поголосуем, в общем-то, в продолжении того, о чем мы говорили с Арсеном вчера, про введение сухого закона на время карантина. Как вы к этому относитесь, друзья? 262-72-47 – это правильная идея, и вам кажется, что вообще давным-давно пора просто запретить продажу алкоголя и сделать ее очень ограниченной, там, как где-то в Европе, где только можно крепкий алкоголь купить в специализированных магазинах в очень ограниченное время в будни, и вообще эти магазины не работают в выходные или там тоже буквально пару часов. Так что вы вот в этом отношении Радия Хабирова и правительство республики полностью поддержите, особенно на время карантина, чтобы лишний раз люди из дома не выходили за бутылкой. 262-72-47. 262-72-48. Опять бесполезные прожекты, которые никак никогда у нас не закончатся. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел.
Итак, карантин на время сухого закона, полный запрет на продажу алкоголя, либо жесткие ограничения и разрешенная продажа в очень определенные дни и в очень определенные часы. Что вы об этом думаете? 262-72-47. Вы в этом плане Радия Хабирова поддерживаете сейчас, поддерживали в Новый год, поддерживали в Сабантуе, Дни знаний, Дни молодежи, Дни города. Вам кажется, что вообще давным-давно пора установить очень жесткие правила продажи алкоголя, сделать это действительно в очень ограниченное время, в ограниченные дни, и только в специализированных магазинах, а не в каждом ларьке у дома. Так что эта инициатива вам нравится, и, как минимум, для того, чтобы люди лишний раз не выходили из дома, не бегали по магазинам, там, не были сами угрозой заражения или не поймали какую-нибудь там заразу, пока они бегут туда-сюда. 262-72-47. 262-72-48, номер телефона для тех, кто считает, что правительство снова занимается созданием бесполезных, бесконечных и просто очень громких каких-то проектов, прожектов, от которых пользы ноль, но о которых зато очень много можно поговорить, поспорить и подумать о том, как же вот бедный бизнес теперь будет жить там, или как же будут жить производители алкоголя, и откуда же деньги попадут в бюджет региона, если все вот так вот будет проходить. 262-72-48. Еще раз напомню номер для ваших смс-сообщений. +7 927 304 10 51. Вы можете нам присылать свое мнение по этому поводу. Не забывайте подписываться. На этот же номер вы можете уже начинать присылать вопросы. Я уже вижу, что есть эти вопросы к министру здравоохранения, который у нас будет сегодня во второй половине дня после 15 часов. А пока мы буквально еще полминутки поголосуем про инициативу Радия Хабирова о возможном введении карантина, сухого закона на время карантина. 262-72-47 вы поддерживаете. Это хорошая мысль, чтобы, во-первых, меньше пили, во-вторых, меньше просто выходили из дома. 262-72-47. 262-72-48 дурацкая идея, как, в общем-то, и многие другие идеи по поводу введения сухих законов. Останавливаю голосование. Сейчас допадают голоса окончательно. 72% наших слушателей голосуют за второй вариант. Им идея сухого закона не нравится, но, между тем, 28% считают, что было бы неплохо. Мы сейчас уйдем на новости, после них вернемся и продолжим наш разворот. «6:30 в столице, в студии Константин Мирошников на Эхе Новости. Вслед за Москвой режим изоляции ввели еще 25 российских регионов. Жителям разрешается выходить из дома на работу за продуктами и в аптеку, а также чтобы выбросить мусор или выгулить домашних животных. В некоторых регионах были введены дополнительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, в Волгограде на 1 неделю приостановили работу общественного транспорта, а в Белгородской области решили отслеживать всех приезжающих из Москвы и Подмосковья. В Московской области умерла первая пациентка с коронавирусом. По данным оперативного штаба, женщине было 65 лет. Она скончалась от осложнений, вызванных обострением многочисленных тяжелых хронических заболеваний. Еще 4 новых смертельных случая зафиксированы в столице. Умершим было от 76 до 86 лет. Все они также страдали другими хроническими болезнями. Всего, с учетом последних данных, в России число жертв коронавируса возросло до 17. Пленарное заседание Государственной Думы в четверг отменено. Завтра и послезавтра они пройдут в ускоренном режиме, рассказал РИА Новости вице-спикер Ольга Тимофеева. По ее выражению, депутаты договорились поработать ударно, так как на фоне эпидемии ставится задача минимального нахождения в большом зале пленарных заседаний. Накануне все депутаты должны были сдавать пробы на коронавирус. Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно говорил о том, что Нижняя палата парламента является одним из самых посещаемых органов государственной власти. За день в здании бывают порядка 6 тысяч человек. В России зафиксирован рекордно низкий уровень официальной безработицы. Сейчас он находится на отметке ниже 4,5%. Это следует из информационно-аналитического комментария Центробанка, на который ссылается «Коммерсант». Прежде всего, это объясняется демографическими тенденциями и сокращением численности безработных за счет людей, прекративших поиски работы. При этом ситуация на рынке труда становится хуже из-за коронавируса. Чтобы поддержать уровень занятости, Минтруд предлагает обеспечить людей, которым грозит увольнение, временной работой в их же компаниях.
Транснефть договорилась с компанией «Тоталь» и «Сургутнефтегаз» о компенсациях за грязную нефть. Претензии, связанные с поставками некачественного сырья весной прошлого года, урегулированы, сообщает ТАСС. Сумма компенсации не превышает $15 за баррель некондиционной нефти. Кроме того, Транснефть почти завершила переговоры с «Газпромнефтью» в отношении поставок на немецкий завод концерна «Тоталь». Загрязнение трубопровода «Дружба» стало самым масштабным ЧП в истории системы транспортировки нефти в России. Всего хлорорганическими соединениями было испорчено около 3 миллионов тонн экспортного сырья. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. О погоде в городе. минус 3 градуса сейчас в столице, небольшой снег, давление 744 миллиметра ртутного столба, а днем от минус 3 до минус 1, местами метель и гололедица. 1. Реклама. Я Геннадий Малахов. В аптеках Фармленд всегда выгодные цены. А на farmland.ru еще выгоднее. Заходите и заказывайте. farmland.ru лекарства еще дешевле. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Дистанционная продажа товаров не осуществляется. Под сниженной ценой подразумевается цена в приложении по сравнению с ценой в аптеке Фармленд. 18+. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. Генералу Шаймуратову присвоено звание Героя России. Об этом Ради Хабиров сообщил в соцсетях. По его словам, президент России восстановил историческую справедливость, посмертно наградив генерала звездой. Он отметил, что письма с просьбой о присвоении звания несколько лет направлялись в соответствующие структуры. Однако, так как обстоятельства его гибели были не установлены, чего не допускает регламент, звание не присваивали. Это решение, по словам Хабирова, было принято в качестве исключения. Генерал Минигали Шаймуратов был командиром 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Он погиб 23 февраля 1943 года при выходе полка из рейда по тылам противника. В Башкирии прошел крестный ход против коронавируса. Крестный ход с молебным пением провели прихожане Покровского храма в селе Дмитриевка. По словам главы местного сельсовета, местная церковь попросила провести этот ход, а власти поддержали желание и, цитата, «сделали все, чтобы люди смогли безопасно провести свой обряд». Конец цитаты. Как сообщает Идель Реалии, люди молились об укреплении веры, о спасении всех страждущих, обо всех нуждающихся в утешении и выздоровлении и защите села от инфекции. Отмечу, что ранее в крупных городах Башкирии отменили пятничные молитвы в мечетях. Митрополия РПЦ региона также временно приостановила занятия в воскресных школах, молодежных, детских и спортивных организациях епархии митрополии. В Башкирии директор строительной фирмы обвиняется в мошенничестве на 14 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 53-летний мужчина с 2013 по 2014 годы, бывший директором строительной компании «Башпроект Строй», размещал объявления о продаже квартир в строящихся домах Стерлитамака. Покупателям говорили, что застройщик рассчитался квартирами с фирмой-подрядчиком. Клиенты заключали договоры купли-продажи, несмотря на то, что в действительности фирма не имела прав на реализацию квартир. Деньги мужчина потратил по своему усмотрению. В результате его незаконных действий 10 гражданам причинен материальный ущерб на сумму почти 13 миллионов рублей. Кроме того, мужчина похитил 1 миллион 600 тысяч рублей у своего знакомого, одолжив их на развитие бизнеса. Мужчина написал расписку, но не вернул долг. Свою вину в преступлениях он не признал. Уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу. В завершении выпуска о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Уфе ясно, 2 градуса тепла. Днем до плюс 11, умеренный ветер без осадков. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте.
Продолжаем уфимский разворот. У микрофона Елена Черкова, за звукорежиссерским пультом Руслан Валиев. +7 927 304 1051, номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграм. Пожалуйста, не забывайте подписываться, когда присылаете нам свои сообщения. Так, вопросы для Максима Забелина, я вижу, уже нам приходят. Большое спасибо вам за это. Обязательно их зададим. После 15 часов Максим Забелин будет у нас сегодня в эфире, министр здравоохранения. Обязательно поговорим с ним как раз-таки про эпидемию коронавируса и про другие вопросы Минздрава, здравоохранения и вообще медицины, доступности этой медицины. Так что все, что вас беспокоит, присылайте. Мы сейчас будем связываться с депутатом Госсобрания Курултая Республики Дмитрием Чубилиным. Поговорим о том, как так получилось, что Дмитрий был исключен из партии КПРФ, при том, что он является депутатом как раз-таки от этой партии. У него есть свои соображения по этому поводу, есть у него даже мнение по основной причине такого решения риском партии. Что у нас там пока? Есть Дмитрий на связи? Да, я на связи. Доброе утро. Дмитрий, давайте для начала как-то немножко обозначим, да, как это все произошло, как вы узнали, потому что я так понимаю, что заседание проходило вообще без вашего участия. Да, 24-го было собрание, но без моего участия проходило. Угу. Узнал я об этом случайно в субботу, когда с Альбертом Рахматуллиным встретился, ранее также исключенным. Угу. Так, хорошо, а что тогда послужило причиной такого решения? И это было какое-то экстренное собрание или это было запланированное заседание? Вот как это все происходило? У вас есть уже какая-то информация сейчас? Значит, собрание было очередное, да? Угу. Мы даже конкретно по датам не определились, потому что обсуждался еще вопрос на тот момент. То ли 24-го его провести, были предложения провести его 27-е. Но ничего экстренного в данном собрании так особо не было. А причиной исключения послужила как раз-таки неявка меня и еще порядка 10 человек на данное мероприятие. То есть планировали вообще в другой день, абсолютно рабочее, но собрались экстренно, вас не уведомили об этом, и экстренного ничего не было. Ага. Это же понятно, что формальная причина, да, неявка ваша. Основная причина, вам как кажется, из-за чего это всего произошло? Тут можно много догадок строить на самом деле. Тут, конечно же, было собрание районного отделения. Я не думаю, что тут стоит серьезно рассматривать такие варианты, как, допустим, результаты моего голосования по Конституции и так далее, потому что я единственный, кто против голосовал, да? Потому что, действительно, ведь кроме меня-то еще 10 человек исключили, причем значительная часть из них представители Левого фронта. Тут можно догадываться о том, что, кто-то хочет, видимо, какую-то, что называется, черту провести между взаимодействием коммунистической партии и нашего движения, потому что мы давно уже работаем в плотном союзе, и я считаю, что этим интеграционным процессом стараются, есть заинтересованные лица, которые стараются ставить какие-то палки. Но нам будем продолжать работу в конструктивном русле, так что ничего у них не получится, я думаю, так. Давайте поясним тогда, наверное, для тех, кто не очень хорошо знаком с функционированием и партии, и Левого фронта, почему есть какое-то противостояние? Это разве не единый какой-то организм? Это два разных? Естественно, власти, они не заинтересованы в усилении интеграционных процессов, особенно в левой оппозиции, потому что сейчас единственная возможность выйти, я считаю, из политического, из экономического кризиса, который у нас наступил в стране, это как раз-таки мы считаем, что это левый поворот. И власти в этом никак не заинтересованы, и поэтому стараются такие провокационные действия в том числе совершить. И мы этому будем
противостоять, естественно. А вот остальные люди, которых исключили, это кто? Они откуда, что они делают, вот за исключением того, что они были членами партии и активистами Левого фронта? Ну, в большинстве своем это общественные активисты, да, то есть, есть там представители совета по обманутым дольщикам, по зоозащите, да, то есть все люди, которых, скажем так, ошибочно исключили, это активные представители Компартии. Ну и как бы от таких вот вещей, от таких людей отказываться не стоит. Ну, то есть это... если я правильно понимаю, это такие не очень удобные люди, которые делают какие-то полезные вещи, но не самые приятные, да? Какие-то такие проблемные. Не самые приятные для властей вещи. Ага, ну понятно, не открывают памятники, наоборот, о проблемах говорят. Дмитрий, а вот это решение можно как-то оспорить, и будете ли вы это делать? Конечно, мы это решение будем оспаривать, и в любом случае его будет рассматривать, я уверен, что в ближайшее время бюро Республиканского комитета. И я думаю, мы сумеем навести какой-то порядок, да, чтобы вот таких вот решений не происходило больше. А если это решение останется в силе после его рассмотрения на заседании бюро, вот это как-то отражается на вашем депутатстве, учитывая, что вы депутат как раз от КПРФ? Или... никак не отражается на самом деле, потому что депутатская деятельность в любом случае будет продолжена. У нас вполне себе положение о фракции позволяет в ней состоять и беспартийным депутатом. То есть это не обязательный пункт? Да, это не обязательный пункт. Понятно. Спасибо вам большое, Дмитрий. Я напомню, что у нас на связи был депутат Госсобрания Республики Курултая Дмитрий Чувилин, член движения Левый фронт и член партии КПРФ, который как вот внезапно был исключен из этой самой партии. Мы сейчас будем дозваниваться до Юнира Кутлугожина, до председателя Райкома партии. И пока мы это делаем, я, наверное, хочу поставить вопрос на голосование. Успеем мы? Вот когда такое происходит, у вас доверие к депутатам, которых исключают из партии, оно становится больше или не меняется никак? 262-72-47, да, у вас больше становится доверия, потому что исключают только неудобных. 262-72-48, ничего не меняется. Вы голосуйте, а у нас Юнир Галимзянович на связи. Алло, доброе утро. Алло. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, Юнир Галимзянович. Ну вот у нас только что был Дмитрий Чувилин на связи, он рассказал свою версию происходившего. Расскажите, пожалуйста, вы, почему так произошло, почему было принято решение об его исключении из партии и исключении еще определенного количества людей? С утра такой вопрос сегодня обсуждаем. Конечно, сегодня надо бы обсудить такие вопросы, как мы защищаемся от болезни коронавируса. Мы об этом сегодня обязательно поговорим с министром здравоохранения. Проблемы сегодня существенные стоят. Но подождите, а что, изменение состава партии – это не существенная проблема для партии? Перед обществом нашей республики. Ну, раз, коли вы задаете такой вопрос, который касается внутрипартийной работы, я отвечу, конечно. Коммунистическая партия Российской Федерации – это живой организм. В нем происходят как положительные, так и, может быть, отрицательные моменты, но в большинстве случаев у нас здоровая обстановка в республиканской партийной организации. Мы ежегодно даем прирост более 10%, это в числе лидеров среди региональных отделений партии. И вы знаете, что есть у нас устав КПРФ, который должен соблюдать каждый коммунист. А в Советском районе города Уфы на 1 января 2020 года состояло на учете 22 коммуниста. И сегодня надо сказать, что мы завершаем отчетно-выборную кампанию в первичных и местных отделениях. С декабря месяца по январь прошли отчетно-выборные партийные собрания в первичных отделениях, и февраль-март уже завершаем отчетно-выборные партийные собрания и конференции в
в местных отделениях, то есть в райкомах и горкомах. В Советском районе уже вот третий месяц исполняющий обязанности первого секретаря Хамитов Фаниль Ахмед Шарифович не может собрать коммунистов, и только в марте месяце мы 2 раза пытались, то есть объявляли о созыве отчетно-выборного собрания и 18 марта и 24 марта. К сожалению, те товарищи, которые сегодня обращаются в СМИ за защитой, за своей защитой, это неправильно поступает. Во-первых, надо внутрипартийные вопросы решать у себя дома, в первичном отделении, в районном отделении. Ну, речь идет о депутате Госсобрания Республики. Это же уже не совсем внутрипартийная история. Не только... Он избран по партийному списку. В первую очередь он стал депутатом благодаря республиканской партийной организации. То есть я правильно понимаю, что Чувилин исключен, потому что не соблюдался регламент? Как член КПРФ он, во-первых, должен строго соблюдать устав партии, выполнять партийные решения вышестоящих партийных органов, и как депутат Государственного собрания должен действовать в рамках устава партии. Угу. А что касается журналистки Анны Аксеновой, например, у нее что не так было? Она тоже в том же числе, когда первый секретарь, исполняющий обязанности Фаниль Ахмед Шарифович, им звонил, приглашал на партийное собрание, они давали согласие, придем в обои раза, и обои раза не пришли. А депутат Чувилин 24 марта соизволил появиться и работать на заседании Государственного собрания, а в 18:30 он, видите ли, не пришел на партийное собрание. Во-первых, он должен был прийти и объяснить своим товарищам, в чем дело. На заседании комитета принято решение об исключении их из рядов партии. Это не говорит о том, что сегодня на этом вопросе поставлена точка. Во-первых, у него есть право обратиться в свой комитет Советского районного отделения КПРФ. И есть у него возможность обратиться в бюро Республиканского комитета КПРФ. Есть возможность обратиться в контрольно-ревизионную комиссию Республиканского отделения КПРФ, также и в Центральную контрольно-ревизионную комиссию. А он пошел по другому пути, путем оказания информационного давления на своих же товарищей. Я думаю, что этот вопрос после того, как немножко разрядится с обстановкой с коронавирусом, мы к этому вопросу вернемся и все объективно, реально рассмотрим и примем соответствующие единственно правильные решения. Я вас поняла. Спасибо вам большое, Юнир Галимзянович. Я напомню, у нас на связи был председатель Реском КПРФ регионального Юнир Кутлугужин. Это была его позиция по поводу исключения Чувилина и других членов партии из партии. И я напомню также, что я до звонка Юниру Галимзяновичу объявил голосование, спрашивала у вас о доверии депутатам вот в таких случаях, когда их исключают из партии, от которой они попали в орган власти. У вас доверие возрастает, 262-72-47 не меняется, 262-72-48, а у нас на связи Александр Ющенко, депутат Госдумы от КПРФ. Александр, доброе утро. Доброе утро. Ну, вот мы услышали одну позицию, вторую позицию, теперь хочется как-то это все систематизировать, наверное. Как вы эту историю с Дмитрием Чувилиным и другими членами партии, их исключением из этой партии видите? Почему это происходит? И что не так в КПРФ башкирском? Потому что огромное количество каких-то постоянно не очень хороших новостей именно от этой партии идет. Я не знаю, почему вы считаете, что какие-то не очень хорошие новости идут от этой партии. Постоянно какие-то споры, постоянно какие-то критика друг друга. Это дело в том, что вы по информационному лифту поднимаете именно какие-то споры и критики, а то, что мы предлагаем непосредственно по изменению в Конституцию, по изменению ситуации, которая происходит в стране, это вот об этом надо говорить, честно говоря. Но я не знаю, что
не слышал, какая позиция была за и какая против, потому что меня сейчас только что подключили. Но что касается общей ситуации, я вчера об этом узнал из средств массовой информации. И, честно говоря, я не очень сначала был в курсе, почему все это происходило и как все-таки массовое исключение из партии, это вообще это как бы нонсенс является. Такого не было дальше, да? Ну, вообще, исключение из партии, на мой взгляд, исключение из партии – это крайняя мера решения, которые должны быть исключительные. Поэтому, что касается то, что удалось выяснить, что это решение было Советского райкома, вследствие чего, не знаю, может быть, это было недопонимание с этой группой, но любое недопонимание должно решаться в диалоге. И внутрипартийном диалоге, который должен быть достаточно открытый, честный и откровенный. И не должно выноситься это все наружу. С решением исключения все это вынеслось наружу, и обсуждение превратилось в общереспубликанский масштаб. На мой взгляд, это не совсем верно. И я думаю, что вот сейчас, поскольку сейчас идет особый режим в стране, в республике, как только это закончится, я думаю, что обязательно бюро Рескома соберется, обсудит ситуацию и даст определенные оценки и сделает определенные выводы. Но в любом случае, как бы там ни было, где бы то ни было, в любом случае, если мы говорим о членах, личностях, которые были исключены, если, наверное, я так понимаю, что вы обсуждали разных людей, в том числе и Дмитрий Чувилин, который является депутатом Курултая. Поэтому в любом случае Дмитрий Чувилин является депутатом, членом фракции КПРФ. Поэтому в любом случае у любого депутата, будь то Чувилин, будь то Старов, будь то кто угодно, будь то Кутлугужин, должна быть определенная, в том числе и партийная дисциплина, которую должны выполнять. Поэтому здесь вопросов всегда много, но вопросы должны решаться в диалоге, в нормальном внутрипартийном диалоге. А партийная дисциплина, она что подразумевает под собой? Вот Юнир Галимзянович только что сказал, что Чувилин и другие исключенные из партии, они просто не посещали какое-то время, например, заседаний и собраний. Это является поводом для исключения? Нет, это не является поводом, на мой взгляд. Поводом для исключения является систематическое нарушение устава, дискредитация партии. Это, на мой взгляд, еще раз говорю, что я даю свои личные оценки и не могу говорить об этом, почему это было решение. Я не могу ни осуждать, ни оценивать решение Советского райкома. Но в любом случае, если это исключение из партии, это крайняя мера, которая не должна носить массовый характер. Потому что мы заинтересованы сегодня в привлечении молодых, энергичных и активных людей в ряды партии. Наоборот, мы принимаем, и каждый день в партию идут очень много перспективных, интересных молодых людей, которые по всей стране сегодня вступлением в партию видят решение тех возможных социальных задач, которые стоят сегодня перед страной. А молодые люди – это самые активные и самые, в общем-то, пассионарные люди. Поэтому мы заинтересованы в привлечении, а не в исключении. Спасибо вам большое, Александр. Спасибо за вашу позицию. Это был депутат Госдумы от партии КПРФ, представляющий там республику нашу, Александр Ющенко. И я еще раз вам напомню номера телефонов для голосования. Когда вот такое происходит, когда действующего депутата органа власти, там местного какого-то парламента или федерального парламента, исключают из партии, и мы знаем, что этот депутат голосовал против поправок в Конституцию, несмотря на то, что вся партия голосовала, в общем-то, воздержавшись, что этот депутат поднимает какие-то действительно не очень приятные для власти проблемы, обманутых дольщиков, какие-то пирамиды, какие-то коррупционные вещи, ЖКХ, то есть все то, что делает Чувилин и Левый фронт, например, сейчас делает. Вот его исключили, и вы знаете, что он все еще остается депутатом. Вот доверие к такому депутату у вас вырастет или останется абсолютно неизменным, потому что вы какими-то другими
не знаю, мерилами, да, измеряете эффективность деятельности депутата или свое отношение к нему, у вас какие-то другие требования. 262-72-47. Мое отношение к депутату обязательно изменится. Неважно, в какую сторону. Может быть, в лучшую, может быть, наоборот, в худшую. Да? Если исключили, значит, что-то он там по-любому плохое делал. Нехороший такой человек. Надо его было исключить и еще и от депутатства лишить. То есть отношение реально поменяется. 262-72-47. Отношение останется неизменным, потому что эти партии приходят и уходят, а человек остается. Да? И я все-таки сужу не по членству где-то там, а по его делам. 262-72-48. Руслан, ты бы за какой вариант проголосовал? Покажи мне пальцем, а я озвучу. За второй. Я бы тоже... Так, да, я бы тоже за второй. У меня тоже вряд ли бы поменялось отношение. 262-72-47. За первый вариант вы голосуете. Ваше отношение в таком случае к депутату обязательно изменится. 262-72-48. Абсолютно не изменится отношение, потому что вы все-таки судите не по членству депутата в какой-либо партии, а по его делам. Вот после того, как Руслан показал за второй вариант, что он голосует, за второй вариант стало голосовать больше людей. Останавливаю я голосование. Так, сейчас допадают голоса. 62,5% наших слушателей говорят, что их отношение к депутату вообще никак не поменяется, даже если его исключат из партии. Зато вот 37,5% говорят, что все-таки отношение поменяется. Непонятно, только в худшую или в лучшую сторону. Ну, тут, наверное, я неправильный вопрос поставила. Но, тем не менее, отношение будет меняться. Друзья, спасибо вам большое. Будем заканчивать наш утренний уфимский разворот. У микрофона сегодня была Елена Черкова, за звукорежиссерским пультом Руслан Валиев. Пожалуйста, оставайтесь дома, слушайте нас. После 15 часов вернемся в эфир с министром здравоохранения Максимом Забелиным. +7 927 304 1051. Номер для ваших вопросов Максиму Васильевичу. Присылайте, не забывайте подписываться. Хорошего дня и пока. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно. Это радио «Эхо Москвы». Мы просто представляем вам новости. Мы просто зовем в нашу студию очевидцев и экспертов. Мы просто задаем им вопросы, которые нельзя не задать. Мы просто спрашиваем ваше мнение о главном. Мы просто развлекаем вас играми и конкурсами. Мы просто предлагаем вам хорошую музыку. Если в вас есть любопытство